Ухта в эти дни стала своего рода футбольной столицей Коми. Сразу два республиканских состязания среди детей и юниоров проходят на поле спортивного комплекса «Нефтяник». Лучших футболистов из числа младших школьников определяют на республиканском первенстве. А уже юниоры покажут, чего они стоят на региональном этапе кожаного мяча. Как проходят соревнования, расскажет Анастасия Тюрнина. Пас, еще один гол. Для этих мальчишек футбол уже не просто игра. С ними многие из них мечтают связать свою жизнь. Стать именитым спортсменом, кто из юных дарований не мечтает о таком. И региональные соревнования дают им возможность заявить о себе. Эти дети у них больше желания. Они приходят на уроки сами, их никто не заставляет. И им это нравится. На них не нужно давить. В Ухте на республиканском первенстве по футболу среди юношей 2012-2013 годов рождения выступают 8 команд. Из самой Ухты, Сыктывкара, Усинска и соседнего Сосногорска. Лидеры стали выделяться уже в первые дни игр. Фавориты, это команда Сыктывкар, стабильно у нас, и команда спортивной школы города Ухты. Если из этих команд вырастет хотя бы одна звездочка уровня первенства России, это будет большое достижение, я считаю, что для республики Коми. Победители этого первенства поедут представлять Коми на соревнованиях Северо-Западного федерального округа. Они пройдут в начале осени в Павловске под Санкт-Петербургом. На протяжении всего года тренеры с ребятами оттачивали мастерство и приемы. И теперь от того, как сыграют подопечные наставников, зависит, получит ли команда шанс показать себя на российском уровне. Я, как и любой тренер, тоже надеюсь, что с нашей командой кто-то заиграет. А еще может быть такое, что заиграет с любой командой, его сейчас незаметно, но потом мы где-то будем вспоминать, а он играл на этом первенстве. Вслед за младшими школьниками на футбольное поле спортивного комплекса «Нефтяник» вышли ребята, которым уже исполнилось 14-15 лет. Они поборются на региональном этапе уже всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» за право представить Коми на уровне страны. Анастасия Тюрнина, Роман Кирпа, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.